Нагайцам татары никак не могут угрожать непосредственно, потому что нагайцы живут в другом ареале, преимущественно на Кавказе сейчас они остались. Очень малочисленный народ. Конечно, им угрожает опасность поглощения, но отнюдь не со стороны татар. Там другие этносы подступили к ним уже. Нагайцы окружены сейчас аварцами, с которыми не очень дружно живут, например, в Дагестане. Они там, русское влияние очень сильное, казачество там подступает. И поэтому нагайцы, они испытывают другое воздействие, но переносят как бы собственное отрицание к татарам, потому что они тоже хотят быть великим народом, иметь великое прошлое, но в этом им татары мешают опять-таки. Потому что вместо того, чтобы себя признать счастью татарского мира, средневекового, я имею в виду, средневекового надо заметить, они хотят изначально быть нагайцами и изначально занимать важные позиции в Золотой Орде, и на этом основании выстраивают собственную идентичность. Но дело в том, что в основном нагайцы, они являются потомками мангытов, которые было только одним из племен золотоордынских. Хотя и важно, во времена Едигея это племя поднялось, а по моим подсчетам в Золотой Орде было около 70 племен. Причем важных племен было около 17. То есть это отнюдь не только мангыты, другие серьезные племена были, которые потом известны и в других государствах. Вот, скажем, татарское ханство Ширины, Барыны, Аргыны, Кипчаки очень важные позиции занимали. Они были крупными племенными образованиями. До сих пор некоторые из них есть в составе казахов, например. И в этом плане нагайцы беспокоятся, что вот татарские историки будут писать историю в общем ключе, и им как бы мест не останется, необходимо будет как-то привязаться к татарским взглядам. Вот они поэтому хотят себя изолировать и объявить великими изначально. Я думаю, что это не получится, хотя потому, что сейчас роль нагайцев очень незначительна, и в будущем тоже большой роли они играть не будут, в том числе из-за своих демографических показателей. Но единственное место, где татары сталкиваются с нагайцами, это Астраханская область, потому что там есть часть нагайцев, оставшиеся, как они утверждают, от Ногайской Орды, в чем я, однако, сомневаюсь, это карагаши. Вот они под влиянием не только северокавказских нагайцев, но и некоторых политтехнологов Астраханского края. Вот я знаю одного, Викторин, его фамилия, который все время пытался доказать, что астраханские татары все являются нагайцами, что неправда. И вот под этим влиянием карагаши себя объявили нагайцами, и сейчас пытаются доказать, что и другие астраханские татары тоже являются нагайцами. На самом деле это не так. Сейчас я останавливаться не буду на доказательствах. Но я, например, подозреваю, что эти карагаши вовсе не нагайцы. Потому что, будучи на Алтае, я разговаривал с алтайскими учеными, и один из них мне сказал, что есть исторические предания давние о том, что карагаши ушли с Алтая достаточно поздно, может быть, в XVIII веке. И действительно в составе нагайцев, нагайских племен, такого наименования нет, карагаш. Зато в Сибири есть один маленький народец, который называется карагас. Карагас. Это уже сейчас обрусевающийся, исчезающий народ, но существует. И отчетливо видно, что между двумя этнонимами есть прямая связь. Поэтому еще надо исследовать, действительно ли эти нагайцы, эти карагаши являются нагайцами. Вот тут у нас есть вот проблемы в взаимоотношениях и в отношении к историческому наследию, да, существуют такие проблемы. Но нагайцы предъявили претензии и к крымским татарам такие же. Потому что исторически хорошо известно, что северные крымские татары, так называемые степные татары, происходят от нагайцев. Но это когда было, и они же потом уже, эти степные татары, частично осели во внутреннем Крыму, смешались с другими тюрками. А хорошо известно, что
Крымское ханство после 1502 года включило в свой состав и население Большой Орды, которые было отнюдь не нагайского происхождения, там племена известные, большеордынские, они тоже остались в Крыму. И вот степные татары с ними перемешались, и поэтому полагать, что это нагайцы, и какие-то вот претензии предъявлять, это вообще нелепо, и крымские татары выступили против этого, резко против выступили. У меня есть друзья, происходящих от степных татар, они говорят, что нет, это мы к нагайцам отношения такого не имеем. Ну, смешанная группа уже, такая субэтнос внутри крымских татар, может быть, да. И вот еще один народ, который предъявляет такие же претензии, это башкиры, конечно. Они вот всячески будут сейчас подчеркивать, что те группы, которые в Башкортостане живут, татароязычные, это очень большая по численности группа, что они не имеют отношения к татарам, они пытаются доказать, но исторические материалы свидетельствуют совсем о другом. В том числе есть и более поздние материалы. Вот я только два момента обозначу. Вот, скажем, южная группа башкир, где есть кипчаки тоже, они имеют прямое отношение к тем группам, которые бежали во время монгольского завоевания из-под Хорезма. Это хорезмские кипчаки, кимаки так называемые. Но именно у этих кимаков знатная часть происходила от племени татар. Это сейчас установленный факт. И вот получается, что в Башкортостане татары появились еще в период монгольского завоевания. А если посмотреть северных башкир, то отчетливо виден сибирско-татарский след. И по племенному составу, и по топонимам, и по языку тоже. Северная группа башкир, они татароязычные, хотя сейчас придумали понятие диалекта башкирского языка северо-западного. На самом деле это термин научно несостоятельный, но вот сибирско-татарский след, пожалуйста. И из-за этого у нас возникают всяческие споры. Каждый доказывает, что это сообщество принадлежит ему, и пытаются это исторически обосновать. И это, на самом деле, конфликтная ситуация возникает. Но я думаю, что эти вопросы быстро не исчезнут. Потому что, скажем, если бы Башкортостан был республика, где есть разные федеративные части Башкортостана, ну, как в Швейцарии, например, тогда можно было бы размежеваться между татарами, башкирами. У каждого была бы своя зона, как вот федеративной Бельгии размежеваны две территории. Но здесь этого нет, поэтому будут дискуссии по поводу того, кто есть кто, и каждая сторона будет предъявлять свои претензии. Я думаю, что аналогичные споры могут возникнуть, в том числе между татарами и казахами. Потому что, хотя мы казахам уже историки татарстанские отделили восточную часть Золотой Орды, Кок-Орду мы им готовы передать. Я давно об этом уже сказал. Но Ак-Орда, которая располагалась вот на коренных татарских землях, в Поволжье и западнее, и немножко восточнее, Ак-Орду мы никак не можем казахам презентовать, казахов, вот этой территории. Тем более в составе российского государства, не Казахстана. И поэтому, если казахские ученые захотят быть выходцами из состава Золотой Орды, вот таким образом мы размежеваться можем. Но все равно остается вопрос, откуда казахи как этнос возникли. Потому что Золотая Орда была татарским государством. Весь мир признавал политически господствующий этнос Золотой Орды татарами. И если казахи хотят себя выводить из Золотой Орды, им придется признать, что старшим братом вообще татары являются. Но не современные татары, вот что сейчас забывается, а средневековые. Это была не татарская нация. Это была общность этнополитическая, которая в Золотой Орде сформировалась, была племенным сообществом, но все равно имела многие этнические общие параметры. И вот они до сих пор сохранились, эти параметры, поэтому мы находимся в близком родстве. Вот те народы, которые из Золотой Орды выделились, они находятся в близком родстве, так как наследники одного того же этнического сообщества. Но если казахи начнут претендовать на всю Золотую Орду, они будут получать сокрушительный отпор со стороны татар.
татарский удар получат. Я думаю, что ведущие ученые казахи это понимают, поэтому у них даже есть целая группа ученых, особенно из Южного Казахстана, которые пытаются казахский этнос выводить больше из Чагатайского улуса, то есть из другого государственного образования, возникшего на территории Монгольской империи. Я думаю, что это не совсем правильная позиция, потому что казахи и к Чагатайскому улусу имеют отношение к Золотой Орде, разные группы казахов. Они еще окончательно не определились, которые государства для них более важные. Но я думаю, что в этих разборках внутренних татары тоже будут участвовать.